медленно раскрывает свой капюшон. Капюшон – это шейные ребра. Она грациозно развернется к вам спинкой, вы сзади увидите одно кольцо. Знаете, на самом деле в Таиланде существует масса легенд по поводу сиамской кобры. Но на наш взгляд самое красивое – это так, как она раскрыла свой капюшон и защитила Будду от сильного проливного дождя с ветром. В знак благодарности Будда прикоснулся к этой змее и оставил отпечаток пальца в виде кольца, наградив сиамскую кобру потрясающим здоровьем. Вы очень удивитесь, но сиамские кобры никогда не болеют. В отличие от нас, ни разу за 15 лет, у них очень высокий иммунитет. И нам, земным обитателям, спасибо им огромное, они дарят здоровье уже более 2000 лет. Сиамские кобры используются в восточной медицине более 2000 лет. Просто вот все внутренние органы, которые вы можете себе представить, используются в восточной медицине. Сейчас специально портретную стоечку делают для вас, чтобы могли сфотографировать змею во всей ее красоте. Ну и, конечно, еще пару подружек достану, чтобы ваши снимки были более яркими, ощущения ей более острыми. Знаете, на самом деле змеи не такие индивидуалисты. Вот никогда группы не объединяются, сообщения нападают. Каждая сама по себе. Вот Япония, например, только мы уже обижаемся, в Японии радуются. Высший пилотаж. Змеи мудрые, змеи величественные, они потрясающей энергетикой обладают, поэтому считается большим комплиментом. Будете идти по джунглям, увидите змею. Что будете делать? Ну, примерно так себя и видите. Девушка мне строго говорит, как что, фотографировать. Ну, вариант. Забирайте, змеи абсолютно глухие. Они ничего не слышат. Это девчонки ночного видения. Они ночью видят четко, днем практически полуслепы. Поэтому если вы остановитесь, вы подумаете, что вы дерево либо куст. Поползет дальше, даже не обратит на вас внимания. Но смотрите, сейчас шумик встал, пошел, у нас тут синхронное плавание, как лебеди поворачивают свои головушки. Часто нам задают вопросы. Дрессировка? Нет. Змеи дрессировки не подлежат, у них очень короткая память. 3-4 минутки. А вот расползаются они сейчас по одной простой причине. Именно из-за того, что сейчас прохладно, и не чувствуют очень перемену погоды, поэтому тяжело с ними найти общий язык. То есть, когда очень жарко, они вообще сонные, спокойные, сейчас они очень активные. Ну что, приготовили свои фоторужья, сейчас будет самый интимный момент. Наш шоумен, ой, засмущалась, максимально близко приближается к ядовитой змее и целует. Вот, кстати, по всему миру этот трюк известен, как поцелуй со смертью, когда человек максимально близко приближается к ядовитой змее. Он поцеловал самую активную, вторые будут попроще. У нас есть желающие попробовать поцеловать? Часто девушки приезжают и говорят, мы слышали, целуешь сиамскую кобру, удачно выходишь замуж. Если бы. 20 лет не женат, целует раз по 15 в день, поэтому теория с замужеством пока еще не доказана. Но аплодисменты, змеи не слышат, а шуманов стоит поддержать. Вам предлагает поцеловать. Нет? Вы знаете, нет? на самом его? деле... Целовать его надо? Змею, если вы его... Можно я его? Может, ему повезет? На самом деле, вы знаете, опасно не та змея, которую он целует. То змея, которую он целует, он четко контролирует. Опасно те змеи, которые по бокам. Малейшее неправильное резкое движение вкус обеспечен. Ну что ж, голыми руками он берет эти красавицы. Знаете, очень сложно на самом деле сложить вот так капюшон одной рукой. Попробуйте дома зонтик одной рукой.